Правительство воровало наши деньги, когда платило своим блатным членам президиума 1,5 миллиона в месяц. Это сколько? 18 миллионов в год. 18 миллионов. Такие цифры трудно представить. Просто за то, чтобы сидеть в президиуме, обращается множество людей, начиная от завышенных тарифов ЖКХ, кончая обманутыми дольщиками, вкладчиками, которые пострадали в банковский кризис, юридическими лицами, которые даже не вкладывали деньги в банк, они просто поручили банку перечислить их с пункта А в пункт Б, без всяких процентов. Мы не собирались там наживаться, я тоже юридическое лицо пострадавшее. И эти деньги не дошли до адресата. В результате чего мы имеем не только банковский кризис, мы имеем социально-политический кризис в республике. На ум приходят только нецензурные слова. Вот вчера мне знакомый позвонил из Берлина, говорит, мы все в курсе, мы знаем, что у вас там происходит, читаем прессу. 20 января письмо датировано Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России. Рассмотрено поступившее от вас обращение о противоправной деятельности руководства управляющей компании «Уютный дом» и бездействии должностных лиц Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан. Прописанные дети наши живут, и куда нам выселяться, мы не знаем. Ну, парадоксальная ситуация, то, что дом признают самостроем и нас вынуждают выселиться, а землю у нас нет, говорят. И говорят, землей вы можете пользоваться, сажайте картошку или еще что-то. То есть жить в доме это опасно, а вот возделывать картошку рядом с трубой, оказывается, не опасно. И мы требуем, конечно, сейчас, чтобы уже эти трубы вынесли за предел Казани, чтобы не было этой ядерные бомбы рядом с нами, потому что эти трубы 60-го года. Кто за то, чтобы нам всем вернули средства обманутым вкладчикам? В полном объеме. Кто за то, чтобы достроили дома обманутых дольщиков фона, Свея? Кто за то, чтобы помогли жителям Салмача и Осинова и убрали оттуда газопровод и не сносили их дома? Да, мы друг друга поддерживаем, и давайте в дальнейшем тоже поддерживать. Я тоже вкладчик Татфонбанка, хранил свои деньги, чтобы не быть нагрузкой нашим внукам, правнукам на похороны. Ну и где они, нахрен их смели, потому что нашему правительству, оказывается, не хватает денег. Им надо ездить за границу, им надо огромные деньги, а как живут пенсионеры и как они стараются выжить в этой, никому заботы нет. В отставку! В отставку! В отставку! Даже те мелкие крохи, которые сейчас правительство идет навстречу, согласилось создать фонд, но пока не согласилось отправить туда деньги от государственных компаний, которые должны направляться в бюджет, а не тратиться на черт знает что. И также от нашей совместной объединенной теперь уже группы мы требуем провести встречу президента Республики Татарстан Минниханова уже с нашим объединением обманутых жителей Республики Татарстан. Кто за? То есть все проголосовали за резолюцию единогласно за.